максимальный флоу, да, на максимальный обмен информацией, чтобы всем это было понятно и приятно. Яна, если вы не против, мы начнем с вашей презентации. Я дополню буквально несколько слов. Я полноценно веду только Вальку. Дело в том, что у меня есть другой проект в нашем будущем сайте, поэтому я как совмещаю. Кроме того, я работаю с Фейсбуком, но конкретно эту презентацию мне помогали готовить мои коллеги, которые полноценно занимаются соцсетями. Это Максим Пушкин, он ведет у нас 3 соцсети. И Максим Гайко, заместитель главного редактора, который также ведет несколько соцсетей. И Светлана Девятова, она занимается техническими моментами, разработкой, настройками и так далее. Вот, то есть это такая коллективная работа, и мы постарались вложить максимум полезной информации вот в этот сжатый формат. Вот, поэтому у меня не будет шуток в презентации, но я надеюсь, что будет много полезного. Шутите в ответ сами. Почему нет? В первую очередь, наверное, важно понимать, что такое соцсети для медиа, потому что прежде чем куда-то пойти что-то делать, нужно ответить на вопрос, зачем нам это надо. Вот. Для нас это вот эти 4 составляющие, то есть, несомненно, это узнаваемость, это дополнительный трафик на портал. Эта информация, имеется в виду та информация, которую мы можем найти в соцсетях, так называемый пользовательский контент, в том числе какая-то информация, которая приходит в личные сообщения страницы, либо оставляют, которые пользователи в комментариях. Ну и, конечно, конечно, оперативная связь с редакцией, это, наверное, самый быстрый канал, не считая почты редакционной. На данный момент мы присутствуем во всех главных соцсетях, вот они здесь перечислены. Нужно понимать, у нас кроме главных пабликов больших есть еще паблики некоторых разделов, например, 42, Леди, авто, финансы, но они более маленькие, поэтому все, что я буду вам рассказывать, это в основном относится к большим пабликам. Вот, ну и я сегодня задачилась, посчитала, сколько всего у нас подписчиков именно в главных пабликах, получилось больше миллиона. Это как круглая цифра, она, конечно, не круглая, потому что я не досчитывала там минимум, но вот, чтобы примерно понимали охват. И что нам дают соцсети? Вот, например, в августе мы получили 4% всех просмотров портальных из соцсетей. Мы сейчас с вами говорим про новости. Тут, опять же, надо понимать, что это не относится к другим разделам. Да? И кажется немного, но в абсолютной цифре это 4,5 миллиона просмотров по Google Analytics. И это даже не все, потому что здесь не учтена статистика Viber и Instagram. То есть тут можно приплюсовать еще, пожалуй, несколько сотен тысяч к этой цифре. Вот. Доля трафика очень сильно отличается по разделам, доля трафика соцсетей. Самая высокая на У42, это раздел, который пишет про технические новости, не знаю, жизнь, вселенная и все такое. То есть, наверное, это самый веселый из наших разделов. Вот они и в соцсетях они получают аж целых 6% просмотров, отличие от всех остальных. И вот также, наверное, эти цифры будут вам любопытны, как распределяется доля трафика по соцсетям. Я хочу сразу заметить, что она не пропорциональна количеству подписчиков в этих соцсетях. То есть ВКонтакте он у нас традиционно лидирует, это примерно 40% всего трафика соцсеточного, но контакт у нас не самая большая прибыль, то есть численно, наверное, больше, нет, самая большая вру, например, в Viber почти столько же подписчиков, однако Viber при этом приносит всего 8%. То есть столько это сколько? Столько, сколько? Цифры я не приводила, потому что это не закрытая информация, вы можете сами посмотреть, контакт 200-270, по-моему, тысяч подписчиков. Я просто могу ошибиться немножко сейчас. Facebook 100-106,
Инстаграм сейчас 90 с небольшим тысяч подписчиков, Твиттер 200 тоже тысяч с хвостом, Вайбер 260 тысяч и Одноклассники там немного, там 25 тысяч, если не ошибаюсь. Ну, это вы можете легко посмотреть, зайдя просто на страничку более точную цифру. То есть что здесь интересно? Вот, например, Инстаграм, как я сказала, там немногим более 90 тысяч просмотров, но он дает нам аж целых 14% соцсеточного трафика. То есть больше, чем Твиттер и Вайбер, которые в 2 раза больше, чем Инстаграм. Почему так? Вы пока подумайте, я потом расскажу. Вот. Что касается долей. Ну, нужно понимать, что все наши соцсети разные. У нас нет такого, что мы делаем одинаковые посты в разные соцсети. Даже более того, если вы пролистнете ленту за день, допустим, в Инстаграме, в ВКонтакте и в Фейсбуке, вы увидите, что даже там новости различаются. Почему? Потому что в первую очередь там разная аудитория. Вот здесь мы постарались кратко описать, ну, нарисовать такой портрет нашей аудитории в каждой из соцсетей и немножко добавили того, что она предпочитает, какие новости мы ставим. То есть у нас в принципе очень много новостей, поэтому у нас есть возможность новости фильтровать и давать в соцсети новости в зависимости от того, там они зайдут или нет. То есть есть такие новости, которые никогда не появятся в ВКонтакте, есть такие новости, которые могут ставить в Facebook или Viber. Вот. Ну, давайте обсудим. Я с Фейсбука начну. Ну, это, наверное, самое серьезное и самое сложное из наших аудиторий. То есть они такие довольно непредсказуемые. Они и критикуют больше всех, и в Facebook нужно очень внимательно выбирать новости, потому что они такие своеобразные, со своим мнением люди. Вот. Контакт — это не секрет, это студенты, однако не студенты совсем малыши, а студенты, которые уже немножечко хотят более серьезных тем в том числе, но, возможно, это так произошло, потому что они выросли вместе с фабриком, я не знаю. Чтобы вести хорошо в контакт, наверное, нужно просто хорошо знать, понимать эту аудиторию и знать вот эти вот их правила. Это касается шуток, своеобразного какого-то там стиля, да, мемасики, мемчики, то есть вот в этом нужно разбираться и понимать их с этой точки зрения. Инстаграм из наших соцсетей однозначно самая молодая, и новости туда попадают самые, скажем так, лайтовые, если можно выразиться, да, то есть там будет либо что-то супер скандальное, либо что-то супер развлекательное в Инстаграме. Вот. Дальше Твиттер, там такой микс, но Твиттер, понятно, исходя из особенностей соцсети, там просто нужно максимально быстро, раньше всех постить, то есть там секрет, в общем-то, это, наверное, главный. Вот. Очень интересная у нас аудитория в Вайбере. Мы не сразу, скажу, стали ее измерять, потому что Viber просто не дает такой аналитики. То есть если по остальным соцсеткам вы зашли там в настройки страницы и все это увидели, то в Viber такой возможности нет. Соответственно, чтобы узнать, кто эти люди, мы несколько раз проводили анкетирование и таким образом получили портрет своей аудитории, чтобы понимать вообще, с кем мы там общаемся. Вот. Они у нас любят позитив, и едкие комментарии, это относится к нашим комментариям, то есть то, как мы комментируем новости, то, как мы выражаем свое мнение по текущим событиям. Вот. Немного об Одноклассниках, потому что, как говорит Максим Гайко наш, это недооцененная аудитория, то есть, наверное, считается, что это самая такая отстойная, да, из соцсетей, но она хорошая. Во-первых, Одноклассники сейчас предлагают много возможностей промо, возможно, чтобы оттянуть себе аудиторию из других соцсеток, и поэтому они такие очень, очень лояльные к медиа, к паблишерам, в отличие, например, от Фейсбука. Да. Там очень активная аудитория, очень разговорчивая и очень активно делящаяся постами и так далее. Вот. Однако у них есть
особенность, они не очень любят хорошие новости. А вот чем пожестче, там, аварии какие-то страшные, да, там, не знаю, еще что-то, вот это вот одноклассники будут хорошо читать. Ну, такой страшный слайд, но он важный. Почему? Потому что вы должны понимать, что, допустим, у вас на сайте вы можете делать, что хотите. Это ваш сайт. Если люди туда пришли, то, наверное, им это зачем-то надо. И какие бы вы там ни были, они это прочитают. Однако в соцсетях все наоборот. В соцсетях вы должны изменить свою политику, вы должны работать под вашу аудиторию, но никак не наоборот. То есть вы не можете им там давать все, вы должны давать там только то, что они хотят увидеть. Это очень важно понимать. Вот. Ну и несколько таких советов я на самом деле не делила по отдельным соцсетям. Вы просто можете спросить, если вас что-то интересует. Я постаралась сформировать какие-то такие общие правила, которые важно, опять же, соблюдать и понимать до того, как вы даже еще начали что-то делать в соцсетях. Во-первых, время постинга, да, и дни постинга. Мы не работаем 5 дней в неделю с 9 до 6, ни в коем случае. Да? Мы начинаем рано, заканчиваем поздно. ВКонтакт у нас, наверное, самая поздняя соцсеть, там и ночью новости включаются, правда, с меньшей периодичностью, и в том числе мы работаем по выходным. То есть у нас нет такого, что мы в пятницу в 6 запостили последнюю новость, и потом такие в понедельник в 9 вернулись. Нет. У нас всегда есть новости в соцсетях, и это хорошо. Смотрите, просто ВКонтакт, Facebook, в основном все соцсети, кроме Вайбера, не дают вам возможность сделать отложенные новости. То есть не значит, что вы должны прям там сидеть на выходных, но пока другие ушли на выходные, не постят ничего, вы запостили, вас почитали. То есть в целом трафик на выходных падает все равно, но если у вас что-то будет, то вы можете насобирать этот трафик, который недополучат другие, потому что они ничего не поставили в субботу и воскресенье себе в соцсетке. Кроме особенностей аудитории в каждой из соцсетей, нужно, конечно, понимать хорошо особенности каждой из соцсетей как таковой и понимать, что сейчас в тренде, какой формат лучше работает где, и, соответственно, пользоваться этим. То есть, я думаю, что все вы знаете про любовь Фейсбука к видео, да, в Одноклассниках видео и гифки хорошо работают, в Вайбере мы активно делаем разные голосовалки, потому что там у людей нет возможности прокомментировать, правильно, но чтобы они могли как-то свое отношение. Я просто хочу, извините, я сейчас остановлюсь, Вайбер, все понимают, о чем я говорю? Вайбер-чат, да? Вот, то есть, поэтому мы периодически делаем голосовалки там по каким-то острым темам, давая таким образом возможность нашим людям как бы нам что-то сказать в ответ. Вот. Не бойтесь новых каких-то тенденций, новых находок и вообще, в принципе, смотрите, что делают другие, смотрите, какие появляются новые фишки и пробуйте их сразу же у себя тоже как-то внедрять, адаптировать под свою аудиторию и смотреть, как она на них реагирует. Не ждите, пока все уже это сделают. Увидели что-то у кого-то интересно, попробуйте у себя это тоже. Следите за новостями самих соцсетей. То есть следите за апдейтами в политике Фейсбука, следите, какие новые функции выкатывает уже Контакт, Твиттер и все остальное. Либо в специализированных группах ВКонтакте, либо на специализированных ресурсах типа DJ, TechCrunch и что-то остальное. То есть вы должны понимать, что сейчас происходит с алгоритмами и что нужно и не нужно делать. Вот. Также у нас, например, за годы работы уже есть, конечно, политика ведения соцсетей. Мы понимаем, что мы делаем в каждой из них, и мы понимаем, чем подход к одной из них отличается от других, и это тоже очень важно. Конечно, общайтесь со своей аудиторией обязательно, потому что соцсети дают вам такую уникальную возможность сделать это супер быстро, без каких-либо лишних каналов. И, что я могу сказать?
Мы, конечно, не отвечаем на все комментарии, да, но ведущие соцсетей читают комментарии и смотрят, что там происходит. И, конечно, если какая-то критика, там, или они пишут, вы ошиблись, еще что-то, то мы это все принимаем к сведению, благодарим. Ну, то есть мы понимаем, что происходит под постом. Вот. И в заключение хочу сказать, ну, просто наблюдайте, экспериментируйте, не бойтесь. Это соцсети, здесь пост сделал, пост удалил, пост отредактировал, поэтому вся работа с соцсетями, она об экспериментах. Вы не можете однажды решить, мы будем делать так и делать так всегда. Во все время там придется меняться. Поэтому, ну, мой совет, смотрите, что делают другие, выбирайте лучшее, что вам нравится, пробуйте это у себя, и затем уже смотрите, как оно у вас работает, и в зависимости от этого меняйтесь. Спасибо большое, Яна. Я предлагаю сейчас перейдем ко второму выступлению. Андрей, расскажите, пожалуйста, про вашу работу в Белопане. Да, я хочу сразу начать с последней фразы Юлианы, потому что мы смотрим, чем занимается Тутбай, и стараемся перенимать лучшее, исходя из собственных ресурсов. Наверное, никто не похвалится такими ресурсами, и сидящие здесь, как Тутбай, но впечатляет. Похвалится свобода. Ну, соцмедиа. Свобода не пришла, поэтому... Если мы про соцмедиа говорим, то... Да, я действительно работаю в компании Белопан, и как вот коллега, тоже заместитель директора, знает, что мы заместители директора занимаются многими вопросами. Вот, я в том числе курирую нашу работу в социальных сетях. Мы представлены на 7 платформах. Я буду говорить сейчас про сайт Новины Бай, потому что у информационного агентства Белопан две основных подразделения нашей компании. Там несколько иная модель ведения бизнеса, мы продаем контент, поэтому там социальные сети не несут такую важность, как в случае с сайтом Новины Бай. То есть мы тоже присутствуем практически во всех основных платформах, но присутствуем мы там очень по-разному. И, собственно, когда вот ездишь на такие, встречаешься с коллегами на таких конференциях, все начинают рассказывать, что вот, мессенджеры, соцсети, нужно присутствовать везде. Да? Там всегда приводят пример CNN, который работает на 54 платформах. Да? Вот. У нас подход такой, что, конечно, классно присутствовать везде, но когда ресурсы ограничены, то нужно выбирать те платформы, которые приносят наибольшую эффективность. Мы так, когда планировали свою работу в социальных сетях, мы посмотрели, что же сайт Новины Бай приносит наибольший выхлоп, так сказать, из соцсетей. И учитывая то, что мы считаем своей самой сильной стороной, то, что мы предлагаем на рынке, это оперативная, серьезная аналитика по касающихся общественно-политических тем, то есть достаточно четко выраженная, то мы посмотрели, что наша основная сеть это Facebook. Как Юлиана верно заметила, когда описывала примерно аудитории разных соцсетей, она сказала, что Facebook это вот люди, которые любят почитать что-то серьезное и хотят про это серьезное высказать свое мнение. И мы сейчас примерно 80% всего социального трафика, который приходит на Новины Бай, идет из Фейсбука. А я сейчас чуть дальше, это уже как Юлиан немножко специализированный человек, я как раз таки Фейсбуком в основном занимаюсь. Мы просто посмотрели, я дальше покажу цифры, как рос у нас аудитория нашего аккаунта в Фейсбуке, но что было интересно, что когда там было мало народу, он все равно давал там 60-70% трафика. То есть как мы немножко начинаем расти во всех соцсетях, но Facebook дает основную массу социального трафика, поскольку вот мы чувствуем, что вот есть сети, в которых, грубо говоря, вот то, что вы туда написали, для людей это есть контент. Они не кликают по линкам, или это связано, ну, вы должны знать свою аудиторию. Вот
Goodbye там 50%, по-моему, до больше 50% социального трафика идет из ВКонтакте. Но на Винер из ВКонтакте вообще люди не хотят переходить, видимо, исходя из того, какой контент мы поставляем. Вот. Поэтому мы решили, собственно, исходя из того, что ресурсов развивать все 7 платформ одинаково и активно и по-разному у нас нет, сконцентрироваться на том, что у нас получалось хорошо и, как нам кажется, продолжает получаться. Это статистика сайта Новины.бай и очевиден рост социального трафика, то есть вот в январе 2015 года из социальных сетей к нам приходило всего 1,5% нашей аудитории, и примерно в этот момент мы начали думать о своей стратегии в социальных сетях и заниматься ее реализацией. И, как показывают цифры, как мне кажется и хочется надеяться, что стратегия начала давать свои плоды. Уже через год было больше 6% социального трафика у нас на сайте. А сейчас, ну вот чисто это из Google Analytics, 12,6% в августе было, но вот в этом голубеньком сегменте, который написано Other, на самом деле там попадается, я когда его развернул, там был Viber, там были какие-то мобильные реферальные штуки из Facebook, то есть примерно мы оцениваем где-то 15-16% трафика уже сегодня на новины приходит из социальных сетей, и это для нас очень хороший показатель. У нас очень старый сайт, мы, по сути, первая интернет-газета в стране, и поэтому у нас очень серьезный трафик всегда шел из поисковой выдачи, потому что мы стараемся нажимать на оптимизацию, и поэтому рост такой доли социального трафика, это, в принципе, мы оцениваем как положительную оценку нашей работы в социальных сетях. Это вот динамика роста подписчиков нашего паблика в Фейсбуке. То есть, видите, мы начинали 3 года назад с 3000, и потом двукратный рост практически каждый год, и сейчас у нас более 27 тысяч подписчиков. Вот это известный, наверное, всем рейтинг, который создает агентство Ashwood Creative. Ну, здесь много чего нету. Тут нету Хартии, нету, например, Комсомольской правды, но методология Ashwood Creative такова, что они оценивают значимость сегмента белорусской именно аудитории в паблике. То есть у Хартии белорусов в паблике там, по-моему, 40%, поэтому они в этом рейтинге не участвуют. То есть это не рейтинг сугубо медиа, которые считаются белорусскими, но еще оценивается как бы доля именно белорусской аудитории. Да? И вот в этом рейтинге мы на Новины.бай сейчас на 5-м месте. Ну, первые 2 строчки, вы знаете, у нас есть 2 мастодонта социальных сетей в медиа, это Радио Свобода и Goodbye. Ну и мы вот в группе догоняющих, долго догоняющих. Вот. Но в то же время, как бы вот, если смотреть по среднемесячному приросту за последние полгода, то есть Новины.бай добавляют в среднем около 1000 новых подписчиков в месяц. Тоже в подтверждение того, что говорила Юлиана выше, это вот наша статистика за последнее время, и вы можете увидеть подтверждение того, что говорила Юлиана, про то, что Facebook любит видео. У нас есть собственный мультимедийный отдел, поэтому мы делаем очень много собственного видео, и вы видите, что здесь и средний охват аудитории, и engagement, то есть ангажированность, вовлеченность аудитории выше в постах с видео, чем просто линк с фотографией. Да. Опять же, буду рассказывать про наш опыт в Фейсбуке. Мы анализируем, какой контент хорошо заходит. Я потом, не знаю, вот, организаторы назвали нашу панель «Что работает в социальных сетях». Я вот готовился к выступлению, думал, а как, собственно, оценить слово «работает», что это значит «работает». Да? Вот. Ну, и в этом смысле, скажем,
анализировал слово «работает» в том плане, что какие посты в Фейсбуке получают наибольший охват, получают наибольшее количество перепостов, лайков и комментариев. Очень любят люди, когда что-то взрывается и кого-то судят, там, все вот это вот, иногда реально трэшовая чернуха, но это читается на ура. Социальные проблемы у нас мы серьезно набрали аудиторию, собственно, на всех платформах после событий февраля-марта. Спасибо тунеядцам. Александру Григорьевичу тоже спасибо. Это будет следующим пунктом, подождите, не спешите. Вот эти, конечно, события, но я думаю, что все медийные сайты ощутили интерес когда людей за живое задело это все. Ну и плюс всем хотелось, раньше белорусы выходили на площадь протестовать, сейчас они идут в Facebook, посмотреть, что там, протестуют или нет. Только Статкевич вышел, ну ладно. Конечно, юмор, сатира, это вам все СММщики скажут, что когда весело, смешно, то народ это любит. Вот у нас есть еженедельное такое сатирическое шоу «Хроники за Беларусь», ХЗ сокращенно, где мы итоги недели в видеоформате подводим. Ну, очень много просмотров оно собирает на Фейсбуке. Два персонажа, которых наш паблик обожает, и как только появляется один из них, а лучше два вместе, это огромный сразу интерес. Особенно внимательно смотрим за комментариями к этим постам. Видео мы показывали, что цифры лучше и охват и вовлеченность. Ну а лучше, когда это все в сочетании. Когда есть и видео, и Александр Григорьевич рассказывает про тунеядцев, и при этом кого-то еще сажают. Ну тогда вообще. Александр Григорьевич про тунеядцев — это бомба. Вообще, просто все хотят это посмотреть, и у каждого есть мнение, собственно, что это значит. Соответственно, антонимы всего этому — это неинтересно, то, что не работает, скукота, официоз, какие-то сухо написанные посты, то есть мы стараемся просить наших авторов, которые пишут оригинальные тексты, делать интересные подводки, которые мы потом используем в социальных сетях, потому что автор, который прожил материал, лучше других знает, какую замануху из этого материала вытащить. Мы стараемся из них и подзаголовки на сайте делать, собственно, и из них же каким-то образом формулировать подводки в социальных сетях. То есть если простые, сухие фразы, которым часто грешат, у нас же еще информагентство, у нас многих авторов приходится взбодрять, чтобы они не языком информагентства это делали. Опять же, мы стараемся подбирать хорошие картинки для того, чтобы они привлекали. И совершенно даже нашу аудиторию, которая вроде приходит читать общественно-политические новости, не интересуют какие-то заявления или действия белорусской оппозиции. Ну, за исключением, наверное, Николая Статкевича, потому что он баламутит постоянно ситуацию. А вот на моей памяти за почти 3 года работы я помню один пост. Это был уникальный случай, это был единственный пост, причем это было в разгар парламентской выборной кампании про действия одной из оппозиционных структур, который не собрал ни одного взаимодействия с аудиторией. То есть любой пост, даже самый скучный, собирал хотя бы 1 лайк. 0 вообще, то есть я подумал, что что-то не так. И на следующий день его с другой подводкой перезапостил. 0! Не интересует. О чем был пост? Не важно. Не буду сейчас говорить правду. Вот. Собственно, если мы дальше попробуем развернуть вот это вот понятие, что работает в социальных сетях, да, и вырвемся просто от магии лайков и перепостов,
Я вижу несколько вызовов, чтобы наполнить это слово «работает», ну, как бы более другим смыслом. Опять же, да, мы видим, людей интересует что-то пожестче, иногда какой-то реально трэш, то есть какие-то происшествия. А мы, как бы журналисты, мы хотим продвигать разумное, доброе, вечное, писать про какие-то важные для страны вещи, которые иногда аудитория, ну ладно, окей, хорошо. Да, давайте нам что-нибудь повеселей, поразвлекательней, поинтереснее. И это реальный вызов, как вот это вот хорошее и важное для страны делать интересным и каким-то образом обыгрывать так, чтобы это на самом деле работало. Большой вызов — это развитие соцсетей как реально отдельных платформ. И оно связано с третьим вызовом — это зарабатывание денег. То есть, в принципе, чего греха таить, наверное, у большинства проектов соцсети воспринимаются как источник трафика. Да? То есть, мало у кого есть роскошь развивать, грубо говоря, страничку в Фейсбуке просто как страничку в Фейсбуке. Да? Мы упоминали уже Радио Свобода, которая, как каждый социальный аккаунт, которых это свое медиа, да? Которое иногда вообще почти не связано с основным сайтом, да? И, собственно, с этим связаны третий пункт. Мы видим уже такие достаточно позитивные сдвиги относительно того, что некоторые рекламодатели, особенно крупные компании, они когда заказывают какие-то рекламные материалы у нас, это касается там, нативной рекламы или рекламных статей, они специально спрашивают, запостим ли мы это в свои социальные сети, потому что они видят, что у нас там много людей в Фейсбуке, достаточно неплохая аудитория в ВКонтакте, то есть им уже это интересно как дополнительная платформа, но еще не, мы пока, то есть вот Юля Слуцкая в первой своей презентации говорила, что зарабатывать на, не знаю, получается или нет с их огромными аудиториями, у нас пока, то есть это вот просто как все равно это довесок к основному сайту. Да? То есть нам нужен трафик на основной сайт, поэтому мы пичкаем нашу аудиторию линками всегда и там, вот, кликните, тут интереснее, тут больше, тут шире. Вот. И это, мне кажется, настоящие вызовы, к которым нужно искать решение. Ну, собственно, все. Последний рекламный слайд про наши социальные сети. Подписывайтесь, читайте. Вопрос. Вопросы потом? Да, или... я думаю, давайте послушаем еще третью презентацию, все вопросы потом зададим. Последняя презентация. Презентации не будет, мне сказали, это не обязательно, поэтому Да. не сделал. Я А просто хотел сказать, можете пока оставить тогда мой Нет, последний хотел слайд. показать потом, ну, вот как выглядит наш Facebook, сколько мы денег тратим на рекламу, какие там охваты постов, то есть достаточно такой внутренней информации, потому что будет интереснее и более практическая ценность будет нести. Мне нужно поставить У нас достаточно места. Да, и я работаю на телеканале Белсат 1 год, занимаюсь соцсетями. До этого примерно столько же времени, примерно это же делал на Радио Свобода, поэтому знаю, что у них, правда, больше ресурсов, то есть команда в несколько раз больше людей. Ну, в том числе, да. И ну, на Радио Свобода, например, была такая проблема, что были старые журналисты, которые делали радио, им потом со скрипом сказали делать это все в цифровом формате, то есть записывать текстом кучу этих передач там, на несколько часов. И были соцсети, которые жили особенной жизнью. То есть была такая, ну, как бы, был сайт, потому что радио закрыли, и были соцсети, да, которые очень часто, их аудитория, контент отличались. И в Белсате есть проблема большая, да, то есть у нас есть телеканал, который делает одно, ему 10 лет, да, и не сразу было понятно, нужно ли вообще делать сайт к этому телеканалу. Потом появился сайт, он стал таким, как бы, когда просто постили какие-то материалы с телеканала, потом появилось понимание, что сайт должен немного отличаться, а потом вообще появились соцсети. То есть у нас такое не раздвоение, а просто расстроение, да, то есть соцсети делают одно, есть сайт, который не всегда делает то, что нужно для соцсетей, и есть телеканал, который, ну, вроде бы делает видео, но это видео точно не подходит для соцсетей, да.
То есть нам вот сейчас вроде такая волна с видео, и говорят, что очень классно выше телеканалом, а вы должны быть в самой выгодной ситуации, да, потому что у нас куча операторов по всей стране, но операторы снимают 10-минутное видео, оно на телеканале превращается в видео, где первые минуты говорит человек с головой, и это видео, ну, оно не подходит никак, его даже не обрежешь под соцсети, потому что на соцсети нужно за минуту снять, это вообще не должна быть говорящая голова. То есть мы текстом расскажем эту историю, но лучше снять какой-то пейзаж, людей там, да. И поэтому у нас, конечно, проблема. И ну вот я тут сижу, и вроде бы как спикер должен рассказать, как все у нас правильно устроено, я, честно, не знаю. То есть у нас нет такого четкого понимания, куда мы идем, да. Ну, то есть у нас есть там план, например, но он строится на таких, там, если было 10 тысяч подписчиков, пусть будет 15, да. Ну, то есть мы как бы, ну, а если не будет, мы потом будем разбираться, но обычно бывает, потому что, ну, соцсети растут, да, когда приходят много людей, и как бы с этим никаких трудностей нет, да, особенно, например, растут одноклассники, хотя у нас там с 1000 стало 30, да, то есть, ну, и можно себя хвалить, но на самом деле мы этого не планировали, и это просто получилось, да, и вот. Немного про цифры, да, видео это хорошо, и просто, чтобы вы понимали, ну, сразу про соцсети, да. То есть, ну, раньше вроде бы все боролись за пользователей, и Белсат мог бы бороться с Тутбай, да? Но сегодня есть, например, такой игрок, как Facebook, который не хочет отпускать пользователей на сторонние сайты. То есть вы сегодня боретесь не с Тутбай, условно, да, вы боретесь с Facebook. И поэтому, если вы сегодня думаете, стоит ли идти в соцсети, конечно, стоит, да, потому что в любом случае будущее, не будущее, это настоящее, там люди проводят кучу времени, и я понимаю, что есть трудности с монетизацией, но из-за этого игнорировать сегодня Facebook, Твиттер, там, Инстаграм, Телеграм, ну вот все соцсети вообще не стоит. Потому что мы, например, наигнорировались Инстаграм, и сегодня не можем делать сторис, да, которые делает Тутбай. А сторис дают там 14%. А надо, чтобы их делать 10 тысяч подписчиков. И мы сейчас вот как бы, блин, схватились за это, и мы потеряем, не знаю, полгода, чтобы просто дойти до возможности это делать. Поэтому вы не знаете, какие потом будут давать преимущества там авторизированным аккаунтом в Facebook. И лучше всем этим заняться, да, начиная с Твиттера, Контакта, поставить себе эту галочку и нарастить подписчиков, если, конечно, такая возможность есть. Плюс если регионы, может быть, там не такая большая конкуренция, хотя она часто большая, там даже эти всякие послушные, там, да, они уже будут серьезными игроками. Вот, про видео, короче, расскажу, что вообще как это выглядит. У нас вообще основная сеть Facebook, да, у нас работает 2 человека, сейчас будет работать 3-й, но девушка идет в декрет, так что все равно будет 2, и этого, конечно, мало, потому что хотелось бы вообще на каждую соцсеть иметь 1 человека, причем человека, который не у нас смены тогда, то есть я могу работать с одноклассниками, мне 26, я не всегда понимаю эту историю, потом я работаю с Контактом, там лучше, с Фейсбуком, ну, вроде ок. Лучше, конечно, чтобы на одноклассниках работал человек, который лучше понимает эту историю, на Твиттере работал человек, который может ходить и твитить всегда, там, и в том числе ночью, да, то есть, ну, так лучше, но так не бывает, да. И, у нас бывает. Вот, ну, может быть, подсказывает тут хорошо. Так бывает, ну, я не такая резкая, я на базах не силен, чтобы сразу отвечать, я заготовлен текстом, да. Мы начинали Одноклассника вот с начала этого года активнее, я просто на минуточку, и у нас тоже был вопрос, кто им займется, и у нас выбор назначил на Гайко, который, ну, просто по возрасту он как бы одноклассник, поэтому мы даже это не обсуждали. Понятно было, что Пушкин ни в жизни не сможет вести Одноклассник. Да, ну и вот, короче, у нас есть сайт, и мне не очень, например, нравится то, что делает сайт, я не понимаю, как это там в соцсетях продвигать, да, и, конечно, можно написать, кликните там, и что-то будет интересное, но люди, короче, перестали быть таким стадом, который можно гонять на сайте, сказать, что там дать какой-то классный заголовок, они туда перейдут раз, два, три, но если там плохой контент, ну зачем вы им нужны, как бы, да, плюс вы тоже должны понимать, что условно в Фейсбуке вы воюете как бы не только за русскоязычную аудиторию, там люди знают языки, они могут читать там Time или еще что-то, да, и тут есть вы тоже должны понимать, что ну, если у человека нет сентимента к вашему конкретному маленькому городу, как у меня в Солигорске, например, да, то зачем я буду читать какой-то Солигорспорт или Солигорск, если есть другие качественные альтернативные источники информации. Вот. Facebook у нас основное поле битвы, да, так получилось, у нас там 40 тысяч подписчиков. Мы год назад поняли, что им нужно заниматься, ну не поняли, надо сказать, что нужно заниматься, наняли нас на работу, и мы выросли больше, чем в 2 раза, то есть у нас было 18 тысяч подписчиков год назад, сейчас стало 40 тысяч подписчиков. И все вроде хорошо, мы там обгоним Хартина, ее которой нету, но тем не менее, да, станем там 3-м медиа по количеству и по ангажированности. Мы вот очень близко иногда с Тутбаем и очень близко со Свободой, да, хотя у нас в 3 раза меньше подписчиков. И ну, про видео, например, в Фейсбуке хотел сказать, что с сентября по февраль у нас было 2 миллиона просмотров, а с марта по сентябрь следующие полгода уже 6 миллионов, да, то есть это растет, меняется, а по трафику нам все равно иногда удается загонять людей на сайт, там, да, какими-то приманками.
И у нас 40% трафика соцсетей, а 80% соцсетей это Facebook. Ну, то есть это не 5%, это не 13%, то есть у нас вообще такая ситуация, что убери у нас Facebook, это будет очень-очень-очень сложно, да? Так, ну и тут я хочу сказать, у нас, конечно, твой человек, но соцсети вообще чудес не бывает, это, конечно, работа, да, с утра до вечера, и желательно, если что происходит, нужно подняться ночью, это сделать, очень важно сделать это первым, да, особенно касается, например, видео с, ну, не твое видео, то есть у нас очень мало своего контента для соцсетей. Например, танк врезался в столб, я это увидел в Инстаграме, это запостил, мы получили 200 тысяч просмотров, да, на этом от пирога отрезали все, в принципе, да, там Буху, ну, я не знаю, как нет, то есть все там запустили это видео, но мы сделали это вот, ну, почти первыми, то есть там 20 минут после того, как я это увидел. Это была не моя рабочая смена, я, конечно, потом получил премию, да, то есть у нас выстроена такая штука, но очень важно, то есть это было там 12 часов в пятницу, наверное, да, то есть все равно нужно прийти, если вы видите там, то есть соцсети не работают таким образом, что я отложу, лучше потом утром напишу к этому текст какой-то, может быть, что проверю, видите, что произошло, видео нужно запостить, ну, оно не свое, но я думаю, все понимают, что мы со своим контентом, мы в Беларуси очень сильно, мы на Белсайсе очень сильно выезжаем, да. Вот, поэтому, ну, я тут вообще, как бы, я не знаю, как этому учиться, надо понимать, что вот будет идти, что не будет идти, на что будут ставить лайки, какой можно поставить опрос или не поставить опрос, какая фотография вызовет непонимание или там понимание, но всегда есть какие-то вещи, которые, ну, очень четко предсказуемы. Если это Евровидение и Нави целуются на сцене, у вас есть возможность поставить, ну, там, с копирайтом поставить видео с поцелуем, да, но это будет много просмотров. Просто записать выступление Нави, много просмотров. Играет вот это победила, запостите любую картинку, поздравьте, людям в такие моменты очень хочется лайкаться, и лайки это охват. Поэтому это стоит сделать. Да? То есть любые олимпиады, где выступает Беларусь, просто там, это ничего не стоит, надо просто постить фотографию человека, который выиграл медаль. Свобода еще добавляет красно-белые штучки к этой медали, например, да? И уже получается там больше 1000 лайков на пост, и много репостов, да? Но мы там медали свои дизайн не меняем, но тем не менее, да? И потом, конечно, вопрос, да, что соцсети это очень классно, но мы все равно как бы очень зависим от сайта, от того, что делают как бы наши коллеги, поэтому у нас, правда, нет времени там рисовать мемы и придумывать каждые картинки, или даже их адаптировать. То есть вы можете зайти на МДК, там, ну, я не знаю, куча есть сайтов, просто можно перерисовывать то, что придумали на Западе, особенно если у вас есть английский язык какой-то, да, то есть все это будет идти. То есть так делать, например, Майкроны Беларусь, это ну, не филиал Радио Свобода, но очень большие партнеры, но надо, то есть у нас есть какой-то график, да, то есть соцсети это работа, вот у нас там в час там столько-то постов, да, столько-то постов, то есть, ну иногда случаются чудеса, и мы со своим контентом, вот сейчас есть там, наши корреспонденты сняли про учение Запада 2017, мы получили там, я потом покажу, 3000 репостов и почти 300 тысяч просмотров в YouTube. И это вот наши корреспонденты сняли, но это тоже надо понимать, что учение сейчас интересно, но, если честно, никто не думал, что настолько, да. То есть вы работаете, а потом иногда случаются чудеса. Но смысл в том, что нужно работать, и если вам иногда показываются посты Белсат, и вы думаете, ничего себе, прикольно, у них столько лайков, на самом деле вам просто не показывается куча других постов, где лайков нету, да? Ну а там дальше просто вы видите, то есть Facebook сейчас вообще показывает, что пост трендится, да, что он показывает, насколько лучше, чем 85% ваших постов, либо 95%, либо 90%. Я тоже покажу, ну туда кидайте туда деньги, там чуть-чуть более грамотно надо выбрать таргетинг. Ну и все будет, короче, будут лайки, а иногда лайки конвертируются в переходы, и можно, ну, короче, да. Потом Олимпиада, Евровидение, БТ, дождь в Минске, например, идет дождь в Минске, или в вашем городе, вы видите, что очень гроза такая, в окно смотрите на эти молнии, сфотографируйте, зайдите в Инстаграм, по геолокации найдите чуть-чуть фотографий, и все будет хорошо, да, то есть, потому что люди переживают это в данный момент, и очень такие, ну, особенно если граждане сидят дома возле, наверное, гаджетов каких-то, и ну, они начинают там, будут делиться своими фотографиями, писать какие-то комментарии. Ну, про время постов, я бы сказал, что не имеет значения, но ночью, правда, люди иногда спят, но выходные отдыхают. Но в принципе, там, ну, то есть это не спад там на 80%, да, то есть в любом случае, плюс часть аудитории может быть жить в другом часовом поясе, там, да, ну, к этому надо стремиться, наверное. И да. Потом, ну, вот я написал про всякие конфликты в редакциях, да, что есть разные поколения, что вот пишущие журналисты это одно, они не совсем правильно, не пишущие, но вот на Радио Свобода было так, что люди делали радио, там, программу на 1,5 часа, эту программу потом, например, в
в соцсетях, ну, это очень сложно что с ним придумать. Сложно ей сказать, что надо что-то нарезать или написать, или сделать топ-10 цитат, короче. И на Белсате то же самое, но я сказал, что у нас делают программы там, на час, и нам надо обрезать, и непонятно как обрезать. И если таких конфликтов избегать в редакции, то есть, ну, вообще надо ориентироваться на соцсети, наверное, да, и на те стандарты потребления информации, которые там есть. Но рано или поздно это произойдет, вопрос, где будете вы, насколько вы потом быстро начнете к этому адаптироваться, да. Потом, ну, наверное, есть вопрос качества аудитории, да, то есть, ну, в принципе, вы все говорили, что ВКонтакте это одно, там, у нас при ВКонтакте очень мало переходов, то есть людям просто лень кликать, да. В Фейсбуке, в принципе, окей, Телеграм это вообще очень качественная аудитория, ее сложно построить, да, потому что там нельзя просто постить ссылки, надо писать какие-то подводки, то есть в каждой аудитории, естественно, должен быть свой подход. Вот Одноклассники в этом плане это подарок для СММ, да, то есть ты постишь необработанное видео на 10 минут, и его смотрят 20 000 раз, короче. И все довольны. Операторы говорят, господи, мы сняли такой контент, там все. Ну, то есть это видео нигде не идет, оно наберет 300 просмотров в Фейсбуке, нигде, то есть нам 500 будет ВКонтакте, только потому что, сейчас потому что в ленте, там, а качество просмотра, это тоже важный показатель, да, будет минимальным. На Одноклассниках люди просто как будто начинают открывать интернет, и тут несколько моментов, да, то есть они постят фотографии с веб-камер, это делали мы там 5 лет назад, да, то есть мне кажется, они проходят те же этапы. А мы 5 лет назад в интернете могли быть более активными, да, писать больше комментариев, спорить, реагировать на какие-то провокации, но сейчас, ну, типа нет. То есть если Белсат на своей странице спросит, там, условно, ну, у нас там специфика, ну, условно, бело-черно-белый флаг или красно-зеленый, никто, короче, не вяжется в эту дискуссию, там не будет тысячи комментариев. Потому что для нашей аудитории Facebook это решенный вопрос, они в интернете уже 10 лет, да, они уже наспорились и понимают, что, ну, ценность этих споров, она невелика. Но если спросить одноклассников, у нас по 5000 комментариев, там, да, то есть нам приходится удалять, потому что мы их не можем вообще модерировать. То есть там люди готовы друг друга убивать, оскорблять, и то есть там любые вот эти вопросы, которые в ЖЖ там мы могли, ну, там вот были темы, их можно подпостить. Это то же самое касается баянов, да, условно, вы считаете, что эта картинка, она как бы уже где-то была года 3 назад, ну, значит, типа, я ее видел, видели мои друзья, значит, не смешно, не пойдет. Ну, во-первых, уберите все в Одноклассники, там где почти ничего не видели из этих картинок. Но, в принципе, но в Facebook можно ставить старые картинки, можно повторять посты, особенно там вот День белорусского славы вчера, да, можно просто брать свой пост год назад, ставить его, и он соберет еще больше лайков, и это как бы не будет проблема. Это вопрос еще памяти людей в соцсетях, да, они очень поглощают много контента, и, соответственно, меньше обращают на него внимание, меньше запоминают, да, то есть одни и те же вещи прокатывают. Вайс американский, они вообще иногда перепощут свои старые материалы, лучше, например, берут, там, это все могут делать, и Белсат тоже может делать. И это все будет, если там нет привязки прямо к какому-то событию, то все это будет работать, и все будет хорошо, да. Вот, и Одноклассники в этом плане очень интересны, потому что они на них начинают исследовать интернет, но я не знаю, насколько там качество аудитории изменится, то есть сегодня мы им можем давать просто телевизионные программы, как будто мы телевизор поменяли им на экран, да, то есть Одноклассники, они смотрят сюжеты по 10 минут, им они интересны, это сюжеты, конечно, про, например, там, мама продает почку, чтобы помочь сыну, ну, такие очень, то есть никакого позитива там не может быть. И да, вот протесты, они, конечно, нам везде дали аудитории много, люди прям всем заинтересовались, то есть у нас были видео по 1 миллиону просмотров, где избивали, задерживали людей, и это не было 25 марта, да, то есть там 18 марта был троллейбус, возле него были задержания, наша корреспондентка сняла это с матом, поэтому видео нельзя было дать в эфир, но мы набирали 1 миллион только в Фейсбуке, да, и Одноклассники вообще у нас выросли, наверное, с 0 до 30 тысяч, ну, условно, то есть, и там, и у нас были там вот картинка, например, не знаю, там было, Лукашенко сказал, что тунеядцы, или что нет тунеядцев, ну, какая-то такая штука, и мы попросили поставить класс, прости господи, за то, если вы не согласны, да, и мы насобирали в классах 300 тысяч, да, то есть это 0,3% больше населения страны, которые сделали вот какое-то осознанное действие, ну, не осознанное действие в интернете. И там охват был в районе там, 2 миллионов, увидел этот пост, то есть это вообще очень-очень крутые цифры. Это Одноклассники, и там так построено, ну, то есть если человек лайкает, ставит класс, это очень часто, у них небольшие ленты, у них нет 1000 друзей, и очень большая вероятность, что если вы поставили класс, ваш друг в Одноклассниках увидит, что вы поставили класс, ему покажется целый пост. То есть там алгоритм построен таким образом, что в принципе видео набирает много просмотров, картинки набирают много лайков. Ну, про комментарии я говорил, что там, конечно. Но с точки зрения там Белсата у нас интересы совершенно другие, мы вообще про аварии, например, там. И это не совсем про аварию в классическом понимании, да, ДТП, происшествия мы не постим, но у нас там мова, стяг, вышиванка, плохой Лукашенко,
Путин плохой, там, ну, то есть такие вот вещи. Тут надо быть очень осторожным, чтобы тоже не скатываться, не манипулировать, да. Иногда не получается, ну вот, там, есть, по-моему, свобода, это классический, сколько лайков забирает это белорусская прогажуня, там, да, и там начинается. Мы вроде стараемся так вот лайки не собирать, или там поставьте сердечко, или класс, или лайк, там, или поспорить, но все, наверное, методы хороши, у свободы 106 тысяч подписчиков, у нас 40, поэтому... А сейчас могу показать просто, там, показать 10 самых популярных постов в Фейсбуке и сказать, почему я думаю, что с ними все было хорошо. И все было плохо. И там будет еще видно, сколько мы реально тратим на рекламу, что такая не очень хорошая штука. Да. Ну, у нас на два человека работает, и бюджет $1000. Поскольку у нас осталось очень На мало рекламу. времени, вот пока Иван будет показывать, переходить на страницу, у меня быстрый вопрос ко всем троим. Юлиана, Андрей, сколько человек, какая по величине команды, которая работает с соцсетями ваших команд, ваших ресурсов? Ну, у нас получается 2,5. То есть я веду Viber, но я могу ставить что-то в Facebook, ну, во все сети, в том случае, если надо помочь. Максим Пушкин ведет 3 соцсети, да. Это Твиттер? Нет, это Твиттер, ВКонтакте и Инстаграм. И Максим Гайко ведет Одноклассники, Viber вместе со мной, Facebook и Telegram. Ну, у нас есть такой маленький ламповый Telegram. Маленький, это насколько маленький? Очень маленький. Да, 185 человек, то есть тоже... 1000. Ну, мы на самом деле очень недавно только начали, и это еще пока не очень понятно. Андрей? У нас нет ни одного человека, который занимался бы только соцсетями, хотя сейчас мы как бы думаем о том, чтобы такого человека завести. В принципе, разные соцсети, ответственность на них распределена между, по сути, журналистами, да, то есть там Сергей Балай, который наш фоторедактор, ведет Инстаграм, потому что он, как бы, фотки у него, Фейсбуком занимается несколько человек в новинах, то есть это выпускающие редакторы, они какие-то хорошие новости ставят. ВКонтакте занимаюсь только я, Твиттером занимаюсь только я, Одноклассниками занимается Александр Зайцев, который шеф-редактор новин. Ну, то есть это как бы довесок к основным. Да. У нас 2 человека, плюс 1 человек занимается видео, то есть мы ему пишем, делаем такую журналистскую работу, находим от идеи, и он просто монтирует видео, и это человек, который занимается соцсетями. И вот все эти видео иногда там просто там топ-5 каких-то происшествий, я считаю большой журналистской работой, и очень классно, если вы научитесь рассказывать истории видео. Вот от Джазира English, например, можно посмотреть от ЭТН, там, да, BuzzFeed некоторые вещи сейчас ведут, что делать в настоящее время. И вот они рассказывают видеоистории, и они там, ну, этому вообще надо учиться. То есть не надо относиться с каким-то скепсисом к соцсетям, что там что-то не так, это типа несерьезно, эти видео это не журналистика, это надо уметь чувствовать аудиторию, как бы, да. А вот сейчас вот сверху можно еще видео смотреть, мне кажется, прикольно, да? Так, ну и... Сейчас мы будем... Это хорошая неделя, поэтому не стыдно показывать, там все должно быть зеленым, поэтому у нас, ну блин, зато видно, насколько она хорошая, процентов разницы с предыдущей, да? То есть у нас охват вот этой недели с 1 по 7 сентября такой, 710 тысяч, да? Вот это вовлеченность, ответы, смотрим, короче, все растет, потому что нам повезло с этим видео, на самом деле. Это то, что мы чисто продвигаем в рекламе. Ну вот, собственно, наше поле битвы, Радио Свобода, Сибани, 24. Ну, вот на этих можно не смотреть, на самом деле. Я не знаю, да, потому что у них вот engagement, это 3000, то есть и 67 тысяч подписчиков. Они их реально покупают, у них мало публикаций, а подписчики растут. Вот сколько я этим занимаюсь, 2 года. Они постоянно растут на какое-то количество, оно не может расти подписчики, если вот это слишком маленькая цифра, да. Акции просто какая-то у них неудачная неделя. Это вообще engagement. Это значит, сколько вам написали комментариев, сколько поделились, сколько поставили лайков, и все суммировано, да. Ну, то есть странно, вечерка, когда Свобода постоянно опережал Тутбай по этому показателю верхнему, он всегда говорил, что это он самый главный. Я не знаю, как он говорит сейчас, потому что и там они начали проигрывать. То есть нужно найти какое-то новое оправдание, что они лучше, да, но типа у нас вполне... Можно сказать, что другие больше денег. Да, ну то есть вот у нас там 23 тысячи, вполне хороший показатель, да, и мы вот тут в нашей импровизированной таблице.
таблицу вы сами можете выбрать себе. То есть можно сюда поставить Медузу какую-нибудь, чтобы посмотреть, или Нью-Йорк Таймс. Вот это важно, если как все работает. То есть вот сколько публикаций за неделю, да? Радио Свобода 120, наше соизмеримое, в Лук 2 и 234. У меня классная стратегия, просто у нас не хватает на это рук. То есть я бы тоже, наверное, стремился к цифре 200, то есть это нормально. Ну вот есть Сетидок, тоже, мне кажется, Сетидок делает классный контент, который можно продавать в соцсетях. У них 146 постов в неделю, то есть это просто, наверное, какой-то репост туда, но и очень маленький engagement. А вообще, как бы, мне кажется, наша Нива сегодня очень близко к тому, чтобы делать очень хороший контент, но у них там, ну, то есть они там это будут на 13 тысяч подписчиков. Часть с вареньем это вообще не СМИ, но они у них там целая команда делают несколько постов в день, но там это тоже, чтобы вы понимали, есть гении, которые делают классные посты, но они иногда не работают в Беларуси, не уезжают куда-то, да. Либо, ну вот у вас несколько из команды, вы делаете там классные вещи, но это нельзя делать в 200 постов в месяц, у них 10 за неделю всего, да. И посты, собственно. Вот, короче, это 3 тысячи репостов, 1500, ну тут ладно, и 526 тысяч. То есть это видео об учениях за 2017. Да, и там такая ситуация, что женщина, она пошла, ее арестовали русские военные, ну и короче, мы типа, ничего себе, да, ну это, ну, как бы, понимаете, какое дело, ну там нету слова оккупация, да, но... Окей, а что еще сработало на этой неделе? Я сейчас покажу, и вот тут реклама, не удивительно, что это взломано у нас, надо разделить на... Да, На 4. на 4 это будет доллары, да, то есть всего мы потратили, не знаю, ну короче тут 115 тысяч платы. Вполне нормальная, серьезная цифра, но и органических, которые сами выделили, это 410 тысяч. Да, потом, ну вот, короче, в Минске такая была погода. Ну, стыдно, конечно, тут очень много рекламы, но 1900 тысяч лайков, репостов даже немного есть. И, конечно, фото не наши. Ну вот, типа, поиграть на чувствах, кто смотрел на телевизор раньше, спасываться, 1700. Тоже реклама, не буду ничего скрывать. Коты в вышиванках. Коты в комбо вышиванках. называется. Коты и вышиванки. Не наш контент, да, то есть я говорю, первый повезло, что наш, но вообще очень редко бывает, что в 10 самых популярных. Ну, как бы, у нас есть такая надежда, что больше лайков, больше подписчиков, больше охвата, и значит посты будут показываться чаще, а значит будут переходы чаще. Но, в принципе, переходы растут, поэтому, может быть, в большей степени это работает. Ну, Мова, автобус Гродно, тоже это все больше 1000 лайков, нормальный показатель, мне кажется. Вот. Красивые картинки можно брать. Виктор Малыш, он делает потрясающие фотографии, на нем можно подписаться. Практически любая его фотосессия будет собирать больше 1000 лайков. Ну, гарантированно. Ну тут не он, но вот эти ребята тоже очень классно фотографируют. Можно подписаться на Звей в Минске, если у вас Минск ориентированный сайт. Ну, второй пост про погоду, то же самое, только чуть-чуть больше фотографий. Это старое видео с онлайнера, если вы помните, года 3 назад она собрала 2,5 миллиона просмотров. Ну и можно собирать еще раз, да. Это наше видео. И хорошо это сделано, а наше видео мы не щадим для них на рекламу, поэтому тут ее много. Паспорт 90-х, погоня срабатывает, Мурал Смолевича. Ой, это что-то не. Я бы хотела задать вопрос. Ну и вот наш Позвольте. сезон. Я извиняюсь, но по времени поэтому не Да, осталось. И поэтому в связи с этим я Всё, хотела я- перейти к вопросам. Русский салат Иван, вы много говорили про бюджет. Может быть, раскройте инсайдерскую информацию, какие вообще бюджеты тратятся Блин, я на вот продвижение? не знаю, насколько я уполномочен, я вот сколько сказал цифру. Ну, допустим, Я слышал. она соизмерима со ставкой одного человека. И, наверное, всегда есть выбор, нанять либо еще одного человека, либо потратить на рекламу. Я думаю, что можно тратить на рекламу. То есть, если, ну, до одного человека нанимать можно там из других сетей, но если вы воюете, например, в Фейсбуке, и есть вариант там работать в 3 смены, например, постить ночью и постить больше, или тратить на рекламу, лучше тратить на рекламу. Юлиана, а можете ли вы рассказать информацию? Знаете ли вы вообще эту информацию? Да, я эту цифру знаю, но я не уверена, насколько могу озвучивать. Я могу просто сказать, что есть бюджет месячный, вот, допустим, у нас на месяц есть такая сумма. Уже вопрос, выбираем мы его или нет. Мы не так много даем рекламу. Но в основном продвигается контент в Фейсбуке или в каких соцсетях? В основном в Фейсбуке. В Инстаграме у нас сейчас откручивается промо, но там мы всегда делаем только промо-страницы. Мы практически никогда не делаем промо-постов. Я сейчас показала, что промо-постов у нас в основном идет промо-страницы самой.
То есть, У нас бюджеты минимальные, такового нет. Мы все-таки упираем на органический раскрутку через репосты, через какое-то вовлечение аудитории. Да, иногда там это совсем смешные деньги, которые несопоставимы ни с какими ставками. Действительно, когда нужно продвинуть какую-то страничку, допустим, мы приходим в соцсети, и нам нужно набрать аудиторию, тогда это какой-то, это бюджеты там 10-20 долларов на компанию. То есть мы делаем ставку все-таки на работу ручками и на интерес аудитории. Ну, я хочу сказать, что если рекламная кампания хорошо сделана, и вам получается, то есть показатель хорошей рекламной кампании — это когда у вас падает цена за клик. И чем она меньше, тем значит вы лучше включили свою компанию. Поэтому стремитесь к тому, чтобы она была там, не знаю, 0,05 цента, 0,04, 0,03 и даже... И таргетинг, там же Да. очень... Ну, в то есть Фейсбуке настраивается, вопрос- люди часто путешествующие за границу. Да, да. Телефон какой-нибудь. То есть, если вы чуть-чуть понимаете, кому это будет интересно, то есть Да. смысл в свободе там продавали что-то на английском людям, которые интересовались английским в Канаде, да, там выпустили книжку и сделали англоязычную новость, вполне там рассказали пост. То есть все это очень тонко Вопрос настраивается, на это даже надо не смотреть. огромных бюджетов, а скорее грамотного таргетинга. Тут можно с Да, маленькими да. деньгами нормально пробовать. Но если бы был бюджет, скажем, здесь в команду хорошего журналиста или хорошего СММщика, то он был бы. Ну, это не сопоставимо. Личный вопрос это был Андрею. Не знаю, я бы доплачивал хорошему журналисту, чтобы он работал в соцсетях, наверное, так. Мне трудно тут, опять же, надо выставлять задачи. То есть в целом построение работы, когда журналисты или там редакторы параллельно Ну, вот занимаются наш соцсетями, подход я говорил, да, именно что касается Фейсбука, что человек, который работал с материалом, может его интереснее продать. То есть мы говорим своим авторам, там, обязательно делайте репосты своих материалов к себе в соцсеть, но причем делайте не просто вклеивайте линк, а у каждого журналиста новин есть доступ хотя бы редакторский на страничку, да, то есть каждый может вклеить свой материал и потом репостнуть со страницы, таким образом продвигая страницу и, собственно, и материал свой продвигая, и трафик приносит. Может быть, ремарку. Просто очень многие журналисты делают такой материал, им потом стыдно их поделиться в соцсетях, это вообще надо избегать редакции. То есть они делают, чтобы там платили, у нас, да, чтобы они написали статью, там есть какая-то отчетность, но, они потом говорят, не, я этим не могу поделиться в соцсетях. Зачем тогда это как бы делать материалы, которые потом не пойдут в соцсети? То есть идеально, чтобы человек, который, вообще идеально, чтобы человек, который пишет материал, потом знал больше, продвинуть, сказал сразу же там СММщику, что там вот это есть это. То есть, вот примерно так. Но хотелось бы, чтобы и у нас тоже 150 журналистов работает, не человек на сайте, все просто репостили, уже было бы как бы хорошо, но как-то вот. Вообще это хорошая стратегия, особенно если страничка у вас новая, просить журналистов, чтобы они репостили с нее, то есть, допустим, свои материалы, еще что-то, потому что, только так вы на начальном этапе сможете. Да, конечно, репостить, а не постить. Если вы можете немножко заставить постоянно. Плюс не только в том, что вы продвигаете страничку, когда вы репостите со странички, вы видите охват вашей публикации, то есть она туда учитывается в общей статистике. И вы видите свою аудиторию, лучше ее чувствуете, соответственно, лучше можете работать. Спасибо. Есть ли у вас вопросы? Іван, а ці будуть голосувати раніше в формі наступного року? Бо у Боку просто були розмови, що застанеться сайт. Честно, не знаю, но то есть там много слухов, не знаю, насколько компетентно про это говорить, но как бы могу сказать, что вероятность того, что голоса закроют, вместе назад оценивали процентов 90. Да? То есть те люди, которые были оптимистически настроены в прошлом году, в этом году таких состояний не имели. Сейчас вроде ситуация улучшилась, но все-таки не кстати, вроде... Да, но там как бы там кто-то сказал, то есть там Качинский сказал это. Это все на уровне слухов, правда не знаю, вероятность большая. Скажем так, останется ли сайт? Да. Нет, то есть там есть личность директорки, да, которая не хочет этим заниматься, то есть для нее либо есть достаточно телевидения с дорогими студиями, там, либо этого проекта нет вообще. А если она перестанет этим заниматься, то, наверное, достаточно как бы вообще ничего не получит. Так, значит, через год, после того, как был сайт, он закроется. У меня есть вопрос к Дубаю. Интересно, много ли вам в Вайбе чат-бот дает Колбака? Нет, он не приносит чего-то. А может быть какие-то технические еще, чем пользуются наши представители в СММ,
кроме чат-бота Тутбая, ну что технически вам помогает раскрутить еще, кроме рекламы, естественно? Руки и мозги сотрудников информационного агентства «Беломан». Ну, мы иногда пользуемся там инструментами типа Hootsuite, чтобы автоматически постить. Например, у Беломана есть собственно Twitter, он полностью автоматический. Ну, это понятно. Но туда невозможно зайти практически никуда, поэтому просто, да, и в Твиттере люди многие никуда и не ходят. То есть твит для них это новость, собственно. У нас в Фейсбуке тоже бот. Есть бот, который отвечает сообщения. То есть он, если вы пишете сообщение, вы можете точно так же, как в Вайбере, получить там последние новости и что-то. Ну, это работает. Ну, в принципе, да, там довольно много людей кликают. То есть в Фейсбуке работает лучше, чем в Вайбере? Я бы Правильно сказала, я что понимаю? да. Ну, опять же, возможно, потому что они более к этому привычны. То есть в Вайбере мы его вначале так активно промотировали, ну, как-то вот, ну, ничего особо приличного. Ну, вот в случае с Тутбаем, да, там это все-таки такая фабрика целая. Но если у вас небольшой ресурс, делайте все руками, потому что аудитория очень ценит, когда с ней общаются. Это сразу Мы не говорим о том, чтобы заменить человека. Ну, в помощь, да, можно использовать, конечно. Еще вопросы? Спасибо большое. Я тогда...